Будущим спасателям советы перед переправой через бурную реку дает эксперт. Для того, чтобы закрепить грузовую веревку на противоположном берегу, туда должен переправиться один из участников туристской группы. Навесная переправа – один из самых сложных и опасных элементов туристского пешеходного похода. Необходимость в нем возникает не только во время простых и сложных маршрутов, но и в период дождей, а также при транспортировке травмированного участника. Пострадавший может до 120-150 и вес сопровождающего. При такой системе получается, что где-то килограмм до 250, в принципе, можно свободно перемещать по горизонтальным периодам. Чем быстрее, тем лучше, но в реальных условиях временных ограничений нету, только состояние пострадавшего. В данном случае люди работают на результат между командами, и, слава богу, пострадавших у нас нет, у нас только есть соревнующиеся. С интересом наблюдают за происходящим заместитель министра образования и науки России Александр Климов и замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев. Только что закончился один из самых сложных этапов соревнований – это переправа через горную речку. Ребята из Северокавказского технологического Ардонского колледжа справились на отлично. Эксперты не только строго судят участников, но потом обязательно разложат все ошибки по полочкам, покажут и расскажут, как и что надо делать. Невозможно представить инструктора по туризму без знания карты, особенно в горах, где порой может подстерегать опасность. Разумеется, тут пригодятся навыки оказания первой медицинской помощи. Как смастерить носилки для пострадавшего, сделать перевязку в случае перелома – все это должен твердо знать не только инструктор по туризму, но и будущий спасатель. В данный момент мы вяжем носилки из подручных средств, то есть для транспортировки пострадавшего с леса, например, не знаю, в плохих полевых условиях. Эти носилки способны выдержать пострадавшего с весом, например, 50-60 килограмм. Вот так. Ну, если пострадавший тяжелее, необходимо, чтобы палки были потолще. Из Томиска гости отправились прямиком в Ардон, где свои профессиональные навыки демонстрировали трактористы-механизаторы. Пласты почвы после вспашки должны плотно и ровно прилегать друг к другу. Прямолинейность, глубина и полнота вспашки – главные критерии оценки. Современную технику с оборотным плугом осваивают молодые специалисты. Обработка почвы – настоящее искусство. Борозда должна быть вспаханной на глубину не менее 10 сантиметров. Если отклонения превышают допустимую норму, оценка эксперта снижается. Но и в этом деле нашлись свои умельцы. Я сел за руль год тому назад, и мне это очень нравится. И я думаю, что это полезно для Северной Осетии. Однако трактористов-механизаторов не хватает, и эту проблему необходимо решать. Сельское хозяйство держится на старом костяке возрастом в 40-60 лет. Дефицит работников с каждым годом ощущается все острее. Сегодня, проводя вот такое мероприятие, тем более по этой компетенции, сельское хозяйство делает определенный шаг вперед, потому что не хватает действительно специалистов, именно хороших специалистов. А кто специалист, он когда самоучка в настоящее время. Он не владеет всеми навыками посевной деятельности и посевной организации. Участниками в данной компетенции стали представители из Северной Осетии, Дагестана, Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Все они уверены, что без сельского хозяйства экономическое развитие на Кавказе невозможно. Молодые специалисты готовы прилагать к этому усилия. Представители федеральных ведомств пожелали молодежи успехов и сказали, что финалистов национального чемпионата будут ждать в Казани. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Thank you.